Здравствуйте, Влад. В Камчатском крае сегодня прошло сразу несколько совещаний федеральной повестки, которые провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Его визит на полуостров начался с совещания о мерах государственной поддержки инвестиционному проекту компании «Новатэк». Она построит на полуострове терминал по перевалке сжиженного природного газа. Его запуск позволит втрое увеличить объем перевозок по Северному морскому пути. Следующим пунктом в программе Дмитрия Медведева стала встреча с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Глава региона доложил премьеру о состоянии рыбопромышленного комплекса субъекта, а также о реализации государственной программы сейсмоусиления и майских указов президента. Ключевым событием визита премьер-министра на полуостров стало заседание правительственной комиссии, посвященное развитию Дальнего Востока и Забайкалья. В нем приняли участие федеральные министры, главы профильных ведомств, а также губернаторы дальневосточных субъектов. Среди них на совещании присутствовал и руководитель Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Предлагаю послушать его выводы об итогах заседания. Выступил и получил поддержку премьер-министра в вопросах здравоохранения. В первую очередь это касается 4 дальневосточных регионов, кроме Якутии это Камчатка, Магадан, Чукотка, в которых индекс бюджетных расходов у нас выше, чем нормативный минфиновский. Из-за этого, например, Республика Саха-Якутия порядка 4 миллиардов рублей сегодня имеют как раз нехватку денег в фонде медицинского страхования. Это, конечно же, касается вопроса уже и оплаты труда медицинских работников. Мы очень надеемся, что вот все-таки Минфин и Минздрав России сейчас смогут этот вопрос решить. Я также выступал и по аварийному жилью, и по транспортной инфраструктуре нашей республики. Радует то, что уже на ходе проектировок по предложению Юрия Петровича Трутнева, полпреда президента на Дальнем Востоке, вице-премьера правительства, будут уже учитываться именно вот те подходы, которые сегодня председатель правительства обозначил. Рассматривались также вопросы по реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока, на вопросы пограничных переходов, ну и вопрос экологического туризма. В ходе заседания правкомиссии Айсен Николаев также поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку в вопросе придания статуса национального парка Ленским столбам. Кроме того, руководитель республики обратился к премьер-министру с просьбой внести в список редких исчезающих животных Российской Федерации лесного бизона. Это нужно для того, чтобы получить поддержку из федерального бюджета и направить ее на сохранение этого вида животных. Соответствующее поручение Дмитрий Медведев уже дал Министерству природных ресурсов России.